складов школда бірінші сирин чуна пиде пағавырлық бұрындар сапарына сирин бірін дегенсен шырас, тепчес, тубас турдым паян кечене Украина егерде школда ішлегенсен күнда маттайчылзен бұр хамыр бірін дегенсене табралы лүйішіне яғыштар мадыры жатпыр. Пятиховаш переполнил себе. Пирень школда туризм покровение кружоге шеримшу выплачивает. Тепле стен ветерет но палышин земшин день, ворожеваешь ветеране земшин день, ки школ очень день мечтает. Видя нумай туса жюлет пер, пурныш потом дума держа приялна. Сейчас это молодина. А теперь мне шли что это обычный день, вот презентация его. Я калашин тавра блющего. Иртнебе уласеин Кашмир. Ебер Кашмир. Иртнейшин день. Брензе. Иртнейшин день через брензе. Уластык пали кварар бар. Я бы будут саламлар в своем нете. Пяти вызывал. Хорошо, башка района делегации Сисмов, Парпартахашин, Сиризова. Почему это? Добрый день, уважаемые краеведы и участники съезда. В народе говорят, что главное, где хлебать не кто дать. У любого человека, кроме родителей, есть родная история, родная земля, родной язык, родная культура. Но самым главным из этих корней является родная история. Весь свод истории моей малой родины собран в главной книге района «Энциклопедия Чебоксарского района», которая вышла в 2015 году. Работа над летописью своей малой родины велась в районе в течение нескольких лет. Энциклопедия стала полным систематизированным сводом его истории. Центром сбора материалов энциклопедии стала Чебоксарская районная центральная библиотека. Неоценима помощь в создании книги и самих библиотекарей района. Именно они предоставляли наиболее полные материалы по своим сельским поселениям. В написании книги также участвовали краеведы, предприятия, учреждения и организации, музей Печорин и современность. В книге через судьбу отдельных людей и целых поколений отображена многогранная история Чебоксарского района. Во все времена главным источником материальных и духовных богатств были люди. Именно в именах рабочих, артистов, ученых, писателей, строителей и педагогов запечатлены слава и честь нашего района. Страницы энциклопедии помогают хранить это богатство. Перед читателями энциклопедии предстают наиболее значимые имена, связанные с Чебоксарским районом и ее общей судьбой. Для презентации энциклопедии Чебоксарского района Центральной библиотекой создан буктрейлер по книге, с которым мы уже вас познакомили. Буктрейлер помогает наглядно представить, как дорога всем наша малая родина Чебоксарский район. А в нашей Партико-Сельской сельской библиотеке уже много лет работает клуб «Краевед». Членами клуба были собраны документы, фотографии, дневники, письма, мемуары земляков, создан фонд аудиозаписи воспоминаний старожилов. И за годы многие накопилось фотографического материала, поэтому было решено издать книгу о нашем сельском поселении, используя этот богатый материал. Для дополнительного сбора материалов для будущей книги о нашей стороне и ее людях в библиотеке была объявлена акция «Пишем книгу всей деревни». Организована встреча старожилов со школьниками. Дети стали приносить в библиотеку старые фотографии и рассказы о своих прадедах, дедах и отцах. Каждого интересовало, будут ли включены
включены его материалы в книгу, а это значит, что уже дети заинтересовались историей малой Родины. Они привлекли в эту историю работу и своих родителей. Активные читатели помогали библиотеке перевести имеющийся материал в электронный вариант. И в конце уже мы через год выпустили книгу очерков и воспоминаний «Край родной. Семья Покровские». Получилось богато иллюстрированное издание из 300 страниц и 300 экземпляров по выпуску. Сейчас уже было много вопросов, почему меня не включили, почему их нету, кого-то забыли включить книгу, где-то дата была не указана неверно. Поэтому было решено подготовить и выпустить второй том книги. Сегодня у нас он практически готов, но только, как всегда, у нас вопрос финансирования. Великий Ломоносов подчеркивал, что увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо при помощи книг. Поэтому краеведение – одно из самых главных направлений библиотек Чебоксарского района. И ежегодно Центральная библиотека выпускает интерактивный календарь знаменательных и памятных дат Чебоксарского района. Он представляет собой справочное электронное издание, содержащее краткое сведения о знаменитых людях, прославивших своими достижениями Чебоксарский район. Научить хранить память о войне – одна из функций библиотекаря Чебоксарского района. К 65-летию Центральная библиотека подготовила электронный диск «Солдаты Победы Чебоксарского района», а к 70-летию уже Победы было выпущено второе издание этого диска. Ежегодно библиотека района проводит неделю молодого патриота «Гордиться славой предков». На этих мероприятиях читатели обязательно знакомятся с электронной презентацией по долгу службы по велению сердца, которая посвящена уроженцам Чебоксарского района, участникам боевых действий, погибших в Афганистане и Чечне. О 3 поколениях библиотекарь района рассказывает электронный диск «Библиотека. Книга. Судьба». Фоторолики профессии библиотекарь Чебоксарского района показывает, как и чем живут сегодня библиотеки района. Сегодня во многих библиотеках района читатели обучаются компьютерной грамотности. О том, как проводят уроки, рассказывает тоже видеофильм «Культура в Чебоксарском районе». А электронное издание... Галина Петровна, давайте покороче, пожалуйста. Хорошо? Культурный мир Чебоксарского района рассказывает об известных людях культуры Чебоксарского района. Также популярностью у читателей пользуется интерактивная литературная карта Чебоксарского района, которая уже была у нас озвучена. Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи, времени и сил. Интерес к краеведческой тематике, я думаю, будет всегда. Ведь не хлебом единым жив человек, он жив еще и неразрывной связью событий, традиций, наследием и памятью предков. Спасибо, да? Видимо, так, огромная благодарность всем выступающим. Основные доклады у нас завершились. Перед обсуждениями докладов мы начинаем награждение почетных краеведов дипломами, грамотами, орденами и другими наградами. Слово предоставляется Виталию Петровичу Станьялову. На вопросы и обсуждения после награждения продолжится. Так, монахализм, парнизм, паразумим, киским узумах каламайдаши. Лизир билетер пирин, тем чухли парне. Там жирыбе, изер, учи, мухтау, элеми, вымпел, славы. Ондан бара физике тавра белюже, халахус хавлусты, заслуженный деятель этнокультуры, халахус Чайкин, народный академик. Он запущенный Спиридон Яндуш, я тебе медаль, это пысок медаль. На тюрях колозрабу медаль взять день. Бронозагарыш академик, сенкили пронедел главнарыш. Но первым броне Никита Бичурин, ядерный орден. Сейчас день Ергибия помогу шнатмар, кашмир прерничный зе мухтазадан за бухдаит термиспа. Тюге Ергибия
Там расписывали, тюрек калапер, курдекунда тухактыр, диплом земле, книги земшин, пилик, яд, тинех пиячили, милли ячили, элли ячили, опранёх ячили, вальдер ячили, диплом земли. Казем пурде, сармзыр, терсмар, аяплана, краевицы. Я беру премию небольшой, взем энциклопедии, пятитлет, призем те взем пачахку, халинди взем энциклопедии ребор, взем паврна. Кам, щак, арнежный имеет ивичне, взене тюрех, малтанах, тавдыладу каметра, диплом жене парать, Галина Павловна Соловьева, вал, диплом зем параган хаккала ушкани пушлыхе, а у виноград земле харчение выполнено, ну, паяндан, каматалзан бухине зюла, либо хулгазан, кустер, тогда дипломаты чельхи совершенно. Инвекшн пушахова поломать. А то сухал, да, это? Так вот, сказали, Галина Павловна Соловьевна, Тавра Плюсузень, Союзень, Текштовком председателем, Владимир Сергей Лазаревич Соловкин, Премщуня. Давай еще тут много. Языка, я не говорю, умбек мар, я тебе хуже матпагал, это что списки. Тугаши, когда прежде темрей, почетные краеведы будут давать всем. А тут у нас длится полдня. Хорошо. А как договорились? Давайте так. Я Список все читайте перечислю. сразу. Награждается грамоты Союза чувашских краеведов, директор Краеведческого музея города Канаш за активную краеведческую деятельность, сохранение, популяризацию историко-культурного наследия чувашского народа Данилова Маргарита Филимоновна. Максимова Надежда Константиновна, учитель средней общеобразовательной школы номер 5 города Канаш. Выйдите все, сразу назовите, пусть вы сразу включаете. Заведующий краеведческой библиотекой номер 1 города Канаш Максимова Надежда Константиновна. Библиотека Балакарманинской сельской библиотеки Елисинского района Акшарова Светлана Николаевна. Библиотека Целической районной библиотеки Целийского района Филиппова Галина Николаевна. Библиограф Мордоворской районной центральной библиотеки Иванова Тамара Валентиновна. Библиограф Центральной библиотеки Плесенского района Воронцова Екатерина Александровна. Библиотекарь Абакасетской сельской библиотеки Семенова Людмила Геннадьевна. Директор централизованной библиотечной системы Иглесинского района Шибалова Надежда Васильевна. Ведущий библиограф городской центральной библиотеки города Шуберле Бадина Марина Наимовна. Главный библиотекарь межпоселенческой библиотеки Красноармейского сельского поселения Голева Светлана Аверкиевна. Награждены грамотой Союза чувашских краеведов. Пожалуйста. Если кого в зале нету, мы можем их включить уже на мероприятиях наших библиотечных. Для вручения диплома приглашается Ушаков. Для вручения диплома имени Денег приглашается Ушаков Эдуард Сергеевич. Пожалуйста. Почему вручают Эдуард Сергеевич? Потому что по доброй воле этих грамоты он на свои деньги отпечатал. По доброй воле, без просьбы. Дипломы за издания 2014 и 2015 годов. Герман Николаевич Ксенофонтов награждается за книгу энциклопедию Козловского района. Они награждались за розыск Янтиковской района Чувашской республики. Книга. Представители Янтиковского района тоже. Представители Янтиковского района. Вы же в зале. Идут, не идут. Давайте, не пишите.
памяти жертв политических репрессий Иноходов Иван Павлович. Сундырские краеводы, события, люди. Ивановский Валерий Алексеевич. Потомки укрепаторов, годы войны. Алексей Егорович Ярухин, Владимир Егорович Ярухин. Из плена не вернулись Дмитрий Яковлевич Шипунов. Канашский район, энциклопедия персоналии. Валериан Прокопьевич Прокопьев. Дипломы имени Кузьмы Ильи. Удостоена. Книга «Засурская старина». Автор Сергей Иванович Кузькин. Дизали. Чудай Турваня. Александр Петрович Трофимов. Книга 2015 года. Диплом Ильи. Илья Иванович Левый. За книгу «Ялты Варя». Малая родина от отчего присуждается Леониду Петровичу Морозову. За книгу Фурунзуч Шармасен Беженцер история Федор Григорьевич Кузьмин. Село родное, край родной. Вячеслав Петрович Осипов. Книга «Память Астовом. Их имена в сердце народа». Павел Николаевич Зайцев. Книга 2015 года. Книга памяти Яншиковцы в Великой Отечественной войне. Владимир Васильевич Петров. Виталий Павлович Павлов. Удостоен за книгу «Денежный рваш» Юрат Даялов. Трофимов Александр Петрович. Чудай Туханев. Диплом имени Мильи. Награждается книга «Человек, достойный своей эпохи». Автор Валентина Владимировна Кондратович. Диплом имени Алексея Мильи. Сурские и казанские оборонительные рубежи. Автор Лерлыгин Альберт Васильевич. Диплом имени Мильи Николаю Васильевичу Скуткову за книгу «Они служили в подводном флоте». Повесть о любимых и его людях. Дипломом награждается Николай Иванович Колозин за книгу «Большая средняя общеобразовательная школа». Дипломом имени Гурия Бандера награждается книга «Здесь ковалась победа». Цивильский район, годы Великой Отечественной войны. Аверкий Николаевич Панин-Павлов. Дипломом Гурия Бандера награждается книга «Солдаты Победы» о сотнях Чувашии. Автор Николай Васильевич Яковлев. Для вручения заслуженный деятель чувашской этнокультуры Так, давайте я возьму это. Виталий Петрович Данилов. Почетный краевед. У нас ранг есть. Ранг все-таки есть. Почетные краеведы. Степанова Татьяна Зиновьевна, сразу выходите. Иванова Рима Германовна. Яшнова Алиса Васильевна Вячеславовна. Филиппова Галина Никоновна. Шипанова Надежда Васильевна Ефресий. Белов Владимир Федорович. Самара, нет, наверное. Я списка не заметил. Афанасий Евгений Ильич. Татария. Не приехали. Татарстан. Другие представители. Скрипин Михаил Сергеевич. Давай, начинайте вручать. Несторов Федор Михайлович. Кто есть? Если ошибись, попадется, так разберете. Макеев Александр Анатольевич. Захаров Юрий Борисович. Это Южный район. Егоров Владимир Степанович. Степанова Роза Васильевна. Степанова Устина Владимировна. Вазянова Нина Ивановна.
Иванов Виктор Евгеньевич, кажется, читает, приехал, нет? По-моему, нет. Есть. Сидоров Вячеслав Давидович. Пусть называют тебя и сразу получают. Не уходите вместе сфотографировать, потом уйдете. Мы договорились так, президиуме, вот так вызвать, все встанут, почетные краеведы каждому вручают. Ну, как договорились, не получается. Когда первые ведешь собрание, ты теряешься. Это естественно. Ругать не надо. Все, фотографируешь, получили довольно? Следующий. Диплом заслуженный деятель чувашской этнокультуры. Чуваш Халпас Хагин Тавадевичневский. Девичневский. Радзяконова Елена Владимировна. Если ее нет, то представитель делегации должен выйти сюда. И там вручать торжественно. Радзянова – это Палатова. Палатовский у нас. Сейчас он не выходит. Петров Владимир Васильевич. Давайте сразу. Панин Павел Побед Николаевич. О, Головченко и Жалатый вышел. Иванова Тамара Валентиновна. Милютин Владимир Аркадьевич. Куда? Торженда. Нигу возьми, Нигу. Нигу. Так, получили? Не уходите, фотографируйте. Фотографируйте, куда ушли? Он опять... Так, все, давай, все. Головченко, оставайся, не уходи. Ты получил сейчас одну степень, теперь получаешь лично другую степень. Чувашкалов академики, народный академик Головченко Владимир Петрович. Самый первый день создания Союза, очень активный был в начале, сейчас активный, но появился здесь после долгих свиданий в ЮАРе, да? Спасибо, что приехали. Он очень четкий отчет и представление, что он представил. Молодец. Это академический настоящий краевед. Владимир Валентиновна, народный академик. Прокофьева Нина Римма Поликарповна, народная школа. Данилов Виталий Михайлович, Красноярский район. Орикунашуки. Данилов, Оришуки. Федотова Людмила Аркадьевна, Чувашка. Константин Валерий Константинович. Давай, Балда Бухана Кусатов. Положин Николай Иванович, Чернышна. Кочергов Валерий Дмитриевич, он здесь. Палатовский. Я давно его не видел. Но все, не изменился такой же, когда был молодой. Он в гуманитарном институте работал. Очень толковый, настоящий историк краевед. Лоскутов или Лоскутов, да? Лоскутов Николай Васильевич. Горецкий. Он решает председатель. Летуновский Виктор Иванович. Аларты появились, да? Вместе. Все, спасибо. Объявить? Да. Приступаем к зримому награждению. Союз чувашских краеведов за выдающиеся успехи в краеведении. Меньшин Чувашка, меньшин Акуджанна, Шермат Лежалныкр, Хақлаларать. Редакция Чебоксарской районной газеты «Туван-Ень». Подсчетный председатель и председатель подписали. Выходит Вышинская. Тут объяснение нужно. Вымпел дается учреждению, организации, и к нему прилагается орден Печурина, но с правом хранения и ношения кому-то одному из членов этого учреждения. Не обязательно руководитель, который вчера только пришел, а тот, кто давно работает и работает выше уровня. Имейте в виду, так орден получишь чуть позже, наверное, Надежда. Так что это редакции, а ты получишь право
хранение и ношение ордена Бичурина. Так что тебе придется еще раз стоять здесь. Пока стой. Вот такой орден. Редактор газеты Ячевского района, девочки. Малышкин, давай. Редактор газеты Ульяновской области Канаш, но их, по-моему, здесь. Нету. Есть кто-нибудь представитель Ульяновской области? А нет, у них сегодня в день краеведения своя конференция. В Казани тоже своя конференция. Они телеграммы прислали. Оля, надо было оглашать вначале. Ведь в Самаре тоже самое. А то может подумать, почему их нет. Мы их не приглашаем, у нас нет таких денег, чтобы их обслуживать. Они уже встали на ноги. Давайте, а если нет? Редакция журнала «Халк Шкуле». Кто представитель? Кульев? Прокопьев? Кульев? Ну правильно, Кульев. И получаете орден с правом хранения и ношения. Еще раз придется выходить. Авангард, Батырева. Центр Чувашской книги Национальной библиотеки. Заведующий Галина Павловна Соловьева. Галина Павловна, стой, встань в общий ряд. Пусть руки помогают. Школа имени Евгения Большой Ябакасы. Елеева. Или кто из Бурятского района? Шуматова. Школьный музей Шуматова. Ядрин. Кто из Ядрина? Ядринские были. Представители, выходите. Если нет, оставьте пока. Силы не дадим. Во, есть. Центр Эткер. Эткер. Что, не пришел? Не пришли? Ну, выступил уже. Выступила. Молодец. Гурман-Сюкерский сельский поселение администрации. Это не я даю, это дает фонд Сувара. По-моему, вот с фонда Сувара нет. Тяпкина направили туда. Нет, Алмата есть. Исторический клуб «Дракон и морей». Есть ли представитель? Молодец. Василий Петрович. О, молодец. Проводил такой бой в краеведческом центре средневековых воинов. Это на сайтах есть. Деревня Малдысинга, Загородище, Чемень, Горды. Где староста? Или где представитель? Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, майор, директор школы. Но право ношения ордена имеет староста деревни. Центр Юлипекс. Все, больше не нет. Все, поздравляю, фотографируйте. Я кому сказал, кто орден получает? Вышинская, Майорова, еще кто там. Им теперь вручает ордена Сергей Лазаревич Сорокин. Ордена свежие, чистые и красивые. Выпросил получаете. Так вы поняли? Очень деликатно. Как провожаем хорошие воспитанные организации. Я считаю большим делом, что организовал именно этот орден. Бичурин все-таки фигура мирового значения. Бахмисов Эдуард Константинович. Мальчик вниз. Козлов Виталий Николаевич. Виталий Петрович, разрешите с вами вместе?
Всё, молодец. Гурьев Олег Иванович. Ушаков Эдуард Сергеевич. Журнал хотят Германов Олег Анисимович. Искер Вячеслав Анатольевич и Соловьев Галина Павловна. Редакция газеты «Открывание». Вообще что ли получилось? Так. Все, давайте фотографируйте. Спасибо. Слово представляется лауреату Республиканской премии за укрепление дружбы и согласия между народами Республики Татарстан, заслуженным работником культуры Чувашской Республики, председателем Чувашской автономии Бавлинского района, писателю Козлову Виталию Николаевичу. Тандыштем, біліштем деп тұдарғалады, баян давра білі жүрен көне. Халі күнайбі сымақ қалада шәжу, асылы бірші герман бірші жинтен, шавден герагендрам дихра велнетчі. Тәртібі қаладан темір бірдады ұқырдет, таламыра переші герчі деп қалапылы бүлінде, стандияла бұрмадыр даврына сымар қадер. Тәртібі қаладан ақшақ давра білі жүрден, Эшентень Пушардаяте Виталий Петрович Шагизе Шамдан Пулушу Пульчеболенде Тарнагаре Максак Пиринтабрабы Пелюшатенешем Тада Академии Тада книгедем Тада истории Курде Брилеволда Демле Шагмбек Пурнжагилде Духрым Бадлас Тундаябам Баян Чвашмайнинде Тударттан Чвашден Пуштарынчес Но Зем Каярах Юлдачанчес Мана Тыварня Кайрангана чистыне ларттырыш. Но мана шунгравада галарыш тувар хажат коллективе малышы бирден херюлле салам калама хуши хирю. Анышла жарны стене бешнеду гиттен слиметенешше. Тада жынақта онда грамотыне де ямдер қақтан жау. Шам баланы ебі хушта калады гына болы бол. Но мен калақты. Ширим жулаяғын слеп бірні жағыш бере. Виталий Петрович Тандяв. Кушни бели апында вода тусем, Ларасе Сидорова Курабичана, Тутыбем Деникитина Кураб. Да уже элеганова шунда писне чуваште. Шагымбекизе баян шамрыктыне парниледе, аса илде, кымылетыне шекледептін, Виталий Петрович, сирин теже эмерлихе тудылай. Эмерлихе бырать куйш. Языр пушарды ядыр, бұлдардыр куйшыр. Шамбаланда таймабуш тирен, Воромемер Сирипцылых,
Парнар маргашылден пушран чабашы, кутран табашы, анжақта бұрнат келеді. Қалдыре, мияге. Күркірі да баян жәндік. Міне қаламаға құмыласып темелік күркірсі. Кетмен жүрден манада шақса ячыз. Қалдыре. Так, Надежда Мефодьевна Кириллова, заслуженная артистка Чувашской Республики, записалась, пожалуйста, Надежда Мефодьевна. Благодаря за информацию я тебе, Виталий Петрович летал в Самахе, когда что надо же на сегодняшний день, и мне проблемы с этим ничего не говоришь. Но смотрите, парни, всем на год за меня саламада, ты хамада край пекет. Значит, если не хамда, хам институт чинченники не гиши саграб, но это документально, мы легала нам на снугер сентябрь, история факт сентябрь, шамада хамада край пекет. Анчакта Чуваш энциклопедия Пахнамай, сейчас институт энциклопедии Кемени городом. Перед Московский театр институте, Кемень энциклопедия, Чуваш энциклопедия. Потом театр институт Земкения, Ленинградский, Московский гитис, Пурдегения, театр Кемень. По легенде он профессор Зем, доктор Зем был на Булинге, тем же Кемень завел, сейчас мы на виде пожеландарайте, тебе делите сегодня. Москович, Лекин, я жил в театре институте. Тогда ты смотрел, ну, мажете, даже на Московское театральное училище здесь. А вот Московское театральное училище имени Щепкина, сколько раз вуз на высшее учебное заведение. Это было училище века взаимодействия. Тем я была. Ниндзя, она Виталий Петрович Теребуловачинджи, его чуть тоже засмахала, она вон еще вышел до хизе грамоты память, шубашка депутат Зинканажа. Юнош ширна тексилия. Он же в ней без игремена, поэтому если куда дашь, всякий наш тексилия, депутация, мы же юнош хизе грамоты бани. Вещи мы же дома чарам бегеду, театр дальше не это Воники Машалда, Кирилл Балурович, культурный министр Генича, Михаил Васильевич Игнатьев, хула администрации Генича. Валерий Мучкевич, я говорю, сама дорза. И питомник пе ромашка панчатрага шутра бурнадет. Он да пачек балык бур. Иван Яковлевич Яковлев парк летел. Валерий, к сожалению, мой порвать шуна рададинде. И учам беги торзакаларом. Шам гексини бадагинде. И кала кирижунда парк бур, Дорис автопарк. И когда манжем бексиню, сейчас Дорис парга Иван Яковлевич Яковлев хетне барса, сейчас пачек балыга, сейчас он да кушар молодеся. Сейчас не век халдеши клеши. Мэнжин десень, мана он чухне шагом бехурак, где была саваршин себе. Первый заместитель министра Фошин Гуэллай, Кирилловой. Уважаемая Надежда Мефодьевна, ваше обращение о переносе бюста Ивана Яковлевича Яковлева, установленного в городе Чебоксары, в сквере на пересечении проспекта 9-й Пятилетки и проспекта имени Ивана Яковлевича Яковлева, а также о переименовании Дорис парка в парк имени Ивана Яковлевича Яковлева, прозвучавшее 13 февраля 2012 года в ходе встречи главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева с работниками государственных театров и концертных организаций, рассмотрено совместно с администрацией города Чебоксары и сообщается следующее. По информации главы города Чебоксары Черкесова от 15 февраля 2012 года администрация города перенос бюста Яковлева, установленного в городе Чебоксары в сквере на пересечении 9-й Пятилетки и проспекта Ивана Яковлева в Дорис парк считает нецелесообразным. Согласно статье 17 закона Чувашской республики от 19 декабря 1997 года об административно-территориальном устройстве Чувашской республики, а также положению о порядке присвоения наименований и переименований улиц, площадей, объектов городского хозяйства города Чебоксары, утвержденному постановлением администрации города Чебоксары 25 ноября 2003 года, номер 182, вопрос о переименовании Дорис парка в парк имени Ивана Яковлевича Яковлева должен быть рассмотрен на заседании комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и объектам городского хозяйства города Чебоксары. В связи с этим по данному вопросу рекомендуем вам выйти с письменным ходатайством в адрес вышеназванной комиссии. Первый заместитель министра Фошин.
Mesela ne manada bu eder? Malçak выдавать прессы тухмала. Şabat yapılan pечетовая масса hepsinin kullanılırsa şabat выдавать прессы. Мәжіндесін тепер 2 жылдан Иван Яковлевич Яковлева шажит мәжіл сидеть. Купили болыплы щепление үйді десе шулады. Высший класс бюрократизма. Тогда мысли, он уже малышный. Среди записавшихся у нас Николаев Владислав Дмитриевич, редактор детского журнала «Азамат Шеле». Мирозун тудыр бұрнеде, мана қаларыша Владислав Дмитриевич Николаев, Владислав, кәскен Шагымбек журнал, қаласы дыратыр бір бішімаш жылында, қаласы құлат тиражы был самаях, республикибе сарылат, улды бінде улчыр экземпляр бадырса дыратыр, Чоннебек аласасы, вырысла туғаған журнал земде, республикара туғаған зем күмбек бүзік тирашлы тұқмасы. Бұл ажа-быжа журнализмде тегізік тирашлы қаларып демелгенді. Вот, ебен кашни номер сектерзе тәрде викториназым иктерет бір ажазем кушинже январь уйгенде пидетленсе хали бір пәдімлет бір ага уйгенде профессионал ширав жазен пәрлеге бебірле. Bu номерде тебір викторина чавашевский документ бар. И кашни туратпа аттен даванезем, аннен даванезем, азаннен, азаттен, кукаман, кукажиня. То есть кашни менбе хойн туратен. Бирин хал мен лебул забрат. Еп шинзен бирге алышмасып, хамын бирге калап. Еп килде аслиде коштақ болнан калап. Аманын кашан шолым земех. Озим ингене ападеша Тедине яснадиса пальмеса. А тенден коштах чухла галашка, а не газасында кугамазен таванизем, возне уже негамда таванизем дижукламаш пальмеса. Вот шабомба, шак альбома эбир халда республики Бакстарза, конкурса хучунзасында эбир кашни альбомнена каялла тавазаваратор, адизене. То есть волында семье кенеги булмала дижуклатор. Енденде Шаңда шкулда эшлегензем бұзасын, интерсензесін, еп тәплелік вәзімлік қаласы бама қадыр. Ақу бір экземпляр бары жаваш кенеги мәненде бүрт тұрғыл. Мәнде қаласы шинзене қалаштармалы. Среди записавшихся у нас Лукина Андрея Нестеровна, заместитель председателя Чебоксарского отделения Чувашского национального конгресса и руководитель Ассоциации учителей чувашского языка и литературы города Чебоксара. Очень коротко. Добрый день, Ирина Булдер. Знаете, сегодня я сразу хочу поставить перед вами несколько образовательных проблем. Первая проблема. В российской системе образования вводится новый термин «единый режим речевой». Единый речевой режим. Что это такое? Это система действий, которые совершают все, кто связан с образованием. Все они строители социокультурной образовательной среды, потому что образование является социокультурной системой, цель которой непосредственно воспроизводить интеллектуального, всецело развитого генофонда нации на основе освоения культурного опыта человечества. На сегодняшний день в нашей системе образования действует федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. Значит, на первое место выходят уроки русского языка и русской литературы. Уроки национально-регионального компонента, каковые были 20 лет тому назад, такого момента у нас в школах нет. Культура родного края ведется 0,5 часов в первом полугодии. Мой город ведется 0,5 часов во втором полугодии. Представляете, 1 час в год, всего 34 часа, и то делится на 2 предмета. Уроки чувашской литературы проходят 1 раз в неделю, 34 часа в год. Хочется спасибо сказать авторам учебников, особенно Абрамовой Галине Васильевне, которая неуклонно, неустанно работает на сегодняшний день над созданием учебников второго поколения. С 1 по 4 класс, с 5 по 8 класс. Уже в 8 класс учебники выпущены. Учителя городских школ, я имею в виду только город Чебоксары, потому что я руководитель города Чебоксары.
работают по этим учебникам. Но параллели в начальном звене еще есть автор Валентина Ивановна Игнатьева и в среднем звене Печникова Олег Николаевич и Мария Николаевна. И группа Ивана Андреевича, там остается Гурьева Раиса Ивановна. Работать сегодня в школах непросто. Дети непростые. Система образования требует очень много нового. Какие же цели стоят перед нами? Дать каждому ребенку возможность перспективного развития, совершенствовать его когнитивную сферу деятельности, не затрагивая личность ученика, сформировать условия для его эстетического и нравственного воспитания, для всестороннего воспитания и познакомить с достижениями национальной и мировой культуры и заложить основы для культуры диалога культур. На уроках русского языка и русской литературы, мировой литературы, на уроках чувашского языка и чувашской литературы. Основные проблемы, которые возникают перед нами, если уроки русского языка у нас считаются за основой в школах, если учитель русского языка выходит на первый план по требованиям федерального государственного образовательного стандарта и по новым требованиям этого режима, речевого режима, то учителя русского языка имеют право на урок литературы русского языка также вести национально-региональный компонент, совмещать уроки культуру русского народа и чувашского и других малых народов, ну, по Волжье и всей России. Но возникает такой вопрос. Для этого должны функционировать в школах нормальные условия для правильного создания, условий для развития второго языка. А кто нам эти условия создает? И кто должны нам эти вообще функционирование наблюдать? Кто? Сами школы, сами учителя. Все. На сегодняшний день в городе Чебоксары ситуация такая. С 1 сентября, может быть, уроки чувашского языка даже в 5-9 классе, вернее, собираются оставлять только 2 часа. В 1-4 классы мы преподавание чувашского языка уже ведем по 2-часовой программе. Вот представьте себе, 2 часа в начальном звене, если оставить 2 часа 5 и 9 классы, 1 час чувашской литературы, 0,5 часов культуры родного края, 0,5 часов мой город. К чему мы пришли? Вопрос, над которым надо думать, это проблема глобальная. И очень хочется в своем выступлении сказать, что методика преподавания этих предметов на сегодняшний день очень устарела. Она даже на 20 лет, наверное, отстает от методики преподавания других предметов, например, русского языка и русской литературы. На сегодняшний день только благодаря некоторым учителям в школах есть учебные пособия. Учителя пишут книги. Для этого во всех развитых государствах есть центры, методические образовательные центры. Почему на уровне нашего государства, нашего правительства не могут создать хотя бы один центр, который бы решал методологические и методические проблемы наших учителей? Учитель должен заниматься образованием, учитель должен параллельно с родителями заниматься воспитательным процессом, но учитель никак не должен писать учебники. Для этого у него и времени нет, для этого у него статуса нет. Но мы это делаем. И спасибо этим учителям. И в конце хочу сказать одно. Проблем у нас много. Уменьшение количества часов по культуре чувашского языка в начальном звене, уменьшение количества часов по культуре родного края в среднем звене и отсутствие современного учебно-методического комплекса по культуре родного края и чувашскому языку. И очень хочется, чтобы молодые люди, которые сидят в этом зале, педагоги, не педагоги, краеведы, не краеведы, люди, которым не безразлична судьба чувашского народа, каждый поставили перед собой задачу, что я могу сделать, то я должен сделать. Особо большое внимание хочется уделить созданию учебно-методического комплекса для преподавания в школах по требованиям федерального государственного образовательного стандарта. И мне, председателю, огромная просьба. Давайте работать в тесном контакте. Сколько смогу, я вам помогу. Мои учителя – это сила города Чебоксары, потому что нас много. И очень хочется с вами дружить и работать рука об руку. Спасибо за внимание. Спасибо. Текст составьте, пожалуйста. Текст выступления Зои Нестеровны. Слово предоставляется Ердыгину Альберту Васильевичу, исследователю, автору книг «Сурские казанские оборонительные рубежи». Казанских я вот дарю книгу «Национальный библиотеки». Хорошо, спасибо.
Коротко, пожалуйста. Я поставил себе вопрос, была ли необходимость строительства двух оборонных рубежей в Республике Чувашия, начиная с 21 октября 1941 года. То есть проходил оборонный рубеж по реке Сура, начиная, Районы называйте. значит, Ядринский район с центром Ядрина, ВПС-1, Шубернинский ВПС-2, город Шуберля, Полесский ВПС-3 и Балакой ВПС-4. Это Сурский рубеж, длиной 280 километров. И Казанский рубеж, ВПС-6, точно ВПС-5, ВПС-6 и ВПС-7. Два ВПС были в селении Октябрьск и Янтиково, а два было в этом. И какой вопрос поставил? Здесь, когда рыли, это 5 миллионов кубов земли разработали. Я не буду перечислять, сколько дотов поставили. И вот эти документы рассекретили в 2004-2005 годах. Кто слыхал про ВПС-10? Вот. Альберт Васильевич, у вас была просьба к сидящим в зале. Озвучьте его, пожалуйста, а то время у нас затянулось. Все, 5 минут, все. Нет? Да, ну ладно. Я обнаружил, что 12 ноября в Орше состоялось совещание, которое проводил Гальдер. И он дал задание начальникам штабов армии, чтобы возобновить выступление на Москву. Начать 14-15 ноября. И вот один из начальников штаба говорит: Альберт Васильевич, извините, пожалуйста, просьбу вашу озвучьте, пожалуйста, просьбу, которую... что я обнаружил, что необходимость была разрабатывать грунт и строить оборонительные рубежи. Была такая строгая необходимость. И второе, это я оставляю, и второе, обнаружил, что Сталин провел совещание с первым секретарем обкомов по реке Ака и Сна ускорить строительство рубежей. Это первая линия, а вторая линия шла по реке Волга, начиная Казань, Ульяновск и кончая Сталинградом. Вот в Сталинграде Сталинградская оборона держала 2 месяца эти оборонные рубежи. 2 было там рубежа. И в Чувашии было 2. Так, Альберт Васильевич, извините меня, Кончаю. Дело в том, что не хватает информации о тех людях, которые работали На рубеже. Так, кто рыл траншеи? Если у вас в районах остались люди, кто еще жив, вы список этот отправьте, пожалуйста, в Национальной библиотеке на адрес там Центр Чувашская книга, а мы уже передадим автору. Он хочет пополнить свою книгу новыми документами и в дальнейшем, чтобы эти люди получили заслуженные награды. Нет, я не хочу заполнить документ. Если они оформят в селениях, поставить печать, например, ездила 4 года, вот Красночитайского района, вполне держит ей. И селение даст печать, что она участвовала в течение месяца, направьте его куда Галине Павловне нарочным. Да. Потому что есть не такая. Я писала работу, именно работала 3 километров после Ядрина, женщина рыла окопы. Я точно работу своей научно-практической писала. Конкретно адрес только дать. Адрес нет. Деревня Синьялы. Да, я вам могу сказать. Печать и Галине Павловне. Спасибо, Альберт Васильевич. Конечно, 91 лет. У меня один вопрос есть. Пожалуйста. Есть ли у вас точная карта, по каким местам этот рубеж проходил? Казанский. Точная карта есть?
Это военная тайна была когда-то, теперь она уже не военная тайна. Она в секрете. Да. Есть у вас такая карта? У меня? Да. У меня какая карта есть? Нет, это не военная карта. Я же не военный. У вас это административная карта. Она есть, она находится в военкомате. Есть. А почему у вас нет этой карты? Если и вы этим делом занимаетесь. История Чувашии тоже об этом сказано. Какая карта? Спасибо. В архиве современной истории я хотел его там отсканировать, не разрешают. Почему? Это надо у них спрашивать. Хорошо, это вы Я 2 раза личной заходил к беседе директору, пожалуйста. мне вопрос положительно не решили. Спасибо, идем дальше. Слово предоставляется Майоровой Татьяне Михайловне, директору Анаткинякской средней школы. Пожалуйста. Очень коротко. Бүгін бұл турнирде Виталий Петрович Евгений Турьялдан ендешсем демелер иге шоу шүрәлже. Хамыр Тван шылға епкіжал ауылын білемшін директор дәшті күшірім демелер. Бұл завжы жол тәжірибешілері үшін Тван ялада бұрдым. Мен школда, школ шүмнешкі бенәжізем валиде, ұшқын бұл землешлеші. Эдуард Константинович Парсек, Лазаревич Паибер, Пиде, Туслышлик, Шеме Бушлар, Матемелия, Кучалы Бетферкуне, Шак Время Жюльче, Пойдем в школне, Ашамшне, Якштарза, Керуяли, Тетмачваж Вияве, Кишин, Шак школа, Кишин, меня десятин Кучлаза, Ашамшне, Пойдем учители, школа дальше день, Сыхваган земде, Урайшваган земде, а вообще Екатеринбурге Беншвашваган Мабуташ, сюжетно Куче. Эдуард Константинович, когда все мне ударили, сейчас наш колшов шурал, Ачасем биашам, себе калашный вишен, пирни вот школа, меня ачасемде, выросла калашма ушна, чхамада вижу шулхи, тетихи раджагур, ханим килде, деба чухни гилет, то школа, школ жулне житмени, ушкана я речен чвашлах калашлар дымыр, хажа ушкана жүрме бушкан вишен, анаджа выросла калашма ушналя. Ишрен гилетипте, асла уж би аслашем, выросла у наш школах, Калашима бұлдары маскерземек, манжа тәжекер біржібе, вице гайза вырысла калашма бұтламашы. Ман мен галаскет, мен сенен галаскелет. Шағында аслыш мұлды, хизеп кішінзен ебір бетін ұлмайым. Жеплат Виталий Петрович, езерде, анжа ебір хауыр мұны ғырзімбе, мәлечке ебір калашат бұрхат. Шуыша кәнея. Ебір хаумыра хизеплеме, бізене хизеплетеме, Пулдарай маспар, ебір бізенчік ежіне, туанмарчық ежіне бұшса, бізембе пірчілге дұқмақы қағатпы, ұнашқа бұлмама мачке. Чималдан пирин, хамыра жезене, мұның сене хизеплеттерме білмелі. Шағырдан патине бер, чывашылыға хизеплеме, туан чілгене, туан келе, туан шышыға хизеплеме, юрат мавренбе бұдары бірдзене. Вот бізем вырысла калашчы бұлзасында юлдаш зембе, учитель зембе, пілмескан зембе, күйші зембе, анча сиринбе калаш малы, Сумахуда шикзен пулмалах, ширин выдыр сымақтаран, аса тема, мар хажайкында, мне бурнадым, ага чиектер, ширин зегемелей тада тыге, шамша урнеде, мен күчіктен, кішінесен бер, чывашқа калашыма синет бер, мұнра бұштазар, чывашқа сықпаза пара, бажда бұш. У нас есть небольшой В данном случае конкретный пример есть на что посмотреть. Чувашкала кикергейштене, Шевенджи Анаткинеш, Кулинджи Бранеген Хирде, Азатиземле Азамизин Евгения Азамизин. Сюжет мы попозже посмотрим. Сейчас слово просит Цыпленков Олег Михайлович, исследователь, журналист, путешественник. Очень коротко. Кескенгена надею барашимсинде. Бинде даже бүгін шуданба, инде юрий терекбер чумжирек дизегалар мөренде. Рихия валхи, хамрын азактезен, азактезен, сулар, узиповар патшалайден. Ужнашны шерешинсе, партизине азнатпыр, шак бұрында чывашлық пачигын дезе панамца юбаземлардатпыр. Куда баянак эткер славына тересибе падис. На орден бамалы бұл дұрышнедегіне ебір Алтайра,
Кавказра, тогда Тобольскра, Дюбазанлар Тремор, Шамбеге, Кинде Дюбазане, Эбер, Нумай, Нумаш, Виделар. Бәлгер Сымақмай Галазан, Эбер, Четремер, Азербайджанра, Биля, Сувар, деген Кулар, Бурнашна. Вот Билажавра, Дюбаживица, он Дюбаживиядзе, Болгар, я вот Кыштан, Перин Азаттезем, Билер Замагада, Сувар Замагада, Болгар Замагада, Кыштан Изегин екен. Бұл Шапула, Хаги Ватра, Азербайджанба, Иран, Читкинде, Бурнашна. Нумаева Тушчина, Перин Кепчержезем, карты Жнекерден Мень. Меже дезен, бұл Молдан Пушкина, на карты Жнекерден. Шанда Пахны Берин, Пушкина. Паллах бар. Халина нумай булмас. Кайла Бужарна, Лихия Небана, Бюлеса бар. Енденде эверинде бузде билет, Шубашкар булы не паремашку карты Жне Вегесы бар дезен, Ширин Бузан, Атла Бузан дежак Бюлеса бар бол, Шубашкар булын аслашы Бузан. Кажал, эбир, унда эбир, билей Азербайджан президенті Ириппан Ибе, тогда инде Хула Бушта дезем кадарца бадиш, Хула Варлинде, Гейдар Алиева Халала Залапна Палык, дезем Кебинге Тюреме, Пиринбе Лавстарзан инде был, Ленин Палык Ибе, Юнажар, Пире, Чуваш Юбине Ларпна Ириппадиш, Иберунда Чуваш Юбине Ларпна. Вот Чандик взем Пире Кецигильдиш и Жинтиш. Кажал, Эбир Шидешин Грузине, Арамази Сартижине. Арамази Сартижине Умупрада Азамна, Умай Падазем Галаза Бараще, Унда Тарлерен Галаще. Бенгалашин, Эбир Шак Чунжуреве, пойдем в Тагагазене, Эбир Кам Хучуна, Шанзен Санташ Тарапки. Шаун Бада Менджукле Нумай Галашин Эбир Гаят Кур, Шаун Чукле Пирин Нумай Дарак, Иштума Бударак, Машадези Пирин Укши деньги Нумай Дарак, Чалахия. Самахмай Галазан Эбир Кальдер Гюлезы Вардаганамар, Мендре, Пенза Даракенте Бурнашна, Бурус Яленде Золотарёк, сейчас Бурус Ялебеде Бурнашна был, Золотарёк здесь. Анжакта Протас Сень, Улыбу на Каледер, Индия еще выдричного шелка, Пирин, Палхарзень, да, Дулашки, Шаважеве был на Молозне, да, Калемеля Чапна Бурен, Умберги Нумаши Раще, Шамда, да, Дюбалакма Булдардом Либир. Инженер Шинзем, а Пулма Музан, Бир Балахна Алтай Матмут. Шамбада, Кажал Бире, Тебер, вот Азербайджан Ракадешче, Пилеза Варзем, Мажупа, Шах Пулашин день, Епсиля Хагана, Укшазы Бараду, по идее. Шубашкар Аслаши Берги, Ширер Дарашин, Ширбаламаш, Аллахи, он день. Ну, мой материал, она им Керзенек Тукма была, Персиберлажан, а инденге Перембеберле, Каядр Музан Кажал, и Грунда Пулат Продада, Перевезем Кадеш, Муда Ибер, концерт Парашин, Чавашлада, да, Индия, Азербайджанла, Каран, Бара, Грузия Газигешин. Аллах Алиге, Грузии посольстве, Щуку Мускавра, Шамбада, Ибер, Базембечи, Гунатпур, Азербайджан, Бакур, Анджакта, Унда Кеме, Менгелемар, Визы Гелемар, Визы два Дугуна, Россия граждане Зене, Грузии, Тикюрла, Касагиме, Чармаши, Визы два Дугуна. Шамбада Циве, Чензегаладым, Ширмишичимыш, Путплат Кисалазак, Ченжуря, Унда Ибер, Инде Пурдия Чавашная, Цемишнатпур, тогда Кам Шах Ченжуря Худшинна, Кам Хайн Укшибе, Иптерме Булуш, тогда Унда Ибер Пурдия Эшлесше, Шамна Даврзак, Раевска, Кашный Жулах, Унда Худшинат, он блейт, Чундаш, Ятлы, Хизепле, Ят Пара проведения, Пут Паратпур, тогда он зарубышня, Самак Павел Мардия Иберинде, из Ховарда, Агадину Майстер, тогда еще Эшумне, Хизепле, число Чундаш Чадельзе, тогда Нумайдараб, Чаплараб, Эштимабудараб, Майбулат. Табашин, Чинет Бразилия, Менджукле, Езер Ховар Пураймастер Булзан, Кашни же Парержин Тупсанда Булин, Евижин Тупсанда Булин, вот перенжен Телемелер Кызык Пулжу Булу Булити. Кажарда Раша, вот Бирин, Йолана Кененде, Ибир Ялана, Уды Уиген, Паремеш, Вурзарни Бунинде, Тусага. Рекламе не бесплатно вроде спаем. Уды Уиген, вот бесплатно, если тебе экспортная параша, мне поддерживает. Укшавару деши, Укшавару деши, реклама для лежал же, и беру уже Укшажаба прикинь. Шутlaştık экспортный. Вот инженер Укшадулезе реклама тома наши
Kemal Bey'in zavallara şakiseli. Ama ezir siricine mat şancık bulmaz diye tavra böyle cüzem. Aramacı bir şikrine bağla bolunca тазая bağla bir ужин был. Çalarken çidaza vurunzem, uluk bacılığına vurunzem. Ondan dışında lesi var. Polgar gibi живе был. Ukrajin bir kanalda var. Ukrajin bir şey var şunda. Polgar yapma. Suluyan paylarını bulma iki bayır, per bayır. Azerbaycan'da, kebir bayır İran'da. Олег Михайлович, люди казахстан, когда организируют его серию Швед остажительную землю уже, чувашного культуры не житления же. Тогда вот ты землю. Вот согласен, Дюк. Проблема ж пусть у вас. Орден базана нистада чараймаш. Юрна перемтен балак, потому что только орден базана грез. Так, к трибуне приглашается Кузнецов Геннадий Васильевич. Вначале слово дайте, пусть произносит, а потом получит награду. Спасибо. Евгений Михайлович. Спасибо. Я врачей лечить мельмир юнмали, куда наносить все, чувашибе, Таврабилюшне, Станьял Яксебунебек туда было, конечно, даже Сағадым Чувашқалық іс-шайятын дипломе, шубалза қайса жүретті, тезейлесті. Сәмлеке түбі бармекені қор, оңтықарғы бұйше тірем ұсылдары қор. Құрмар Райжит Балым Мария Александровна қор, дүзене бұрында ұйып тебе егір қашырлен документелер. Тебе хыбар жетмес, тек бір залынан бараса кедешті. Елдің тек бұрыншы. Тебрекелен или баяна хайчен кубарза шуназ топса Чувашқалық іс-шайет дипломне еден. Сондан білейін? Евгений Петрович, терен бір минут. Так, говорю, если, вы славила за мной как я представляю Чувашский государственный институт гуманитарных наук. От коллектива института вам всем привет. Второе, мы археологи. И у меня просьба ко всем. Значит, в 2013-2015 годах мы выпустили 3 тома археологической карты Чувашской Республики, где мы использовали и данные краеведов, ваши книги. Мы просим краеведов, которые хорошо знают свой край, дополнить и присылать там книги, указано, по какому электронному адресу присылать. И следующий момент, который мы хотели озвучить, и Николай Станиславович, по-моему, записался, Мясников. Призываем вас беречь наши памятники и особое внимание обратить на так называемых черных археологов. Наверное, все уже в курсе, кто это такие. Это грабители, приезжающие со стороны и увозящие все ценные находки, которые, в общем-то, важны для истории чувашского народа и других народов Чувашской Республики. Возят и в Москву, и в Казань, и в Самару, и в Ульяновск, и так далее. И многие вещи остаются в частных коллекциях на территории Чувашской Республики. Идет грабеж памятников археологии. Я призываю всех, в основном это, конечно, интеллигенция, которая должна все-таки следить за своими памятниками, чтобы этого не происходило. Любой случай, когда приходят с детекторами, надо сообщать в органы, потому что вышел закон в 2013 году, который запрещает вообще пользование детекторами. Если вы увидите, значит сообщать органы внутренних дел или в музей, институт, телефоны, институт гуманитарных наук и другие организации. Спасибо. Евгений Петрович, за выдающие заслуги перед чувашским краеведением вы награждаете СМИ орденом Печурина. Слово предоставляется Полозину Николаю Ивановичу. Институт Каракасия Туна.
Аллах передает. Уважаемые коллеги, у меня просьба сразу с этого начинать, так как времени мало. Вам спасибо, всем краеведам, которые вот представители, которые нам указывали памятники эти. Большое вам всем спасибо. Володя Николай Иванович, мы сейчас в Красночеркасском районе готовим энциклопедию просвещения Красночеркасского края. И в связи с этим у меня очень большая просьба ко всем вам, коллегам. Конечно, обязательно в ваших районах тоже работают уроженцы Красночеркасского района. То есть учителя, деятели культуры, журналисты. Вот. Хотелось бы, чтобы они тоже не остались, ну, то есть чтобы они обязательно были в этой энциклопедии. Если есть возможность, пожалуйста, скиньте на мой электронный адрес. Пожалуйста, запишите. То есть данные об этих, ну, то есть энциклопедические статьи, чтобы можно было включить. polozin@bk.ru. polozin@bk.ru. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Кончили чтение, да? Да не кончил, сапожник записался. Сейчас или после? Нет, Два слова. Валерий Иванович Сапожников. Известный в республике человек. Тут еще. Добрый день. Вот я сегодня удивлен, как много за последнее время сделано по изучению родного края. Воспитанию молодого поколения детей. И сегодня наш докладчик очень хорошо выступил. Я не подлизываюсь. Мы соседи, каждый день видимся. Вот. И как всем очень внимательно слушать. Это очень хорошо. Я вот горжусь тем, что был вот в начале вот этого движения, потому что был участником первого слета учителей, туристов, краеведов Чувашской Республики. Это было, может, кто-то тоже был, это было в 1967 году в июне на Астраханке. И там как бы вместе с нами участвовали марийцы, потом присоединились после этого, я уже работал в комсомоле, а потом в органах образования, присоединились татариям, и участников называли Чувдатмалы. Чувашская, Татария и Марийская республика. Вот. И вот после этого движение это очень хорошо пошло. И я вот честно скажу, где бы ни работал, в комсомоле, в школе, в Канаше, в комсомоле, в партии, в советских органах, государственных органах, всегда старался вносить новое по изучению родного края, по тому, чтобы все мы знали о своем родном крае, потому что я был отличником учебы в школе. Очень хорошо знал Древнюю Грецию, Древний Рим, но про свою родину ничего. Вот. Поэтому молодцы сегодня. Я вот честно слово вами горжусь и очень горжусь тем, что сегодня принял участие вот на этом форуме. Спасибо всем, успехов, здоровья, крепкого. Спасибо. 1 минуту просят учителя культуры родного края. У вас минута. Спасибо, извините, у нас затянулось, люди спешат на Мы другую. благодарны очень, что в этом году организовано информационное письмо, поступило во все средние общеобразовательные школы города Чебоксар. Мы, учителя культуры родного края, столицы республики, с большим удовольствием принимали бы участие в вашем съезде. Поэтому очень рада, что сегодня сюда попали, и наше выступление, оно буквально такое спонтанное. Мы вышли с больным вопросом. Вы сейчас правильно сказали. Мы подробно изучаем историю Древней Греции, историю Древнего Рима, зарубежных стран. Но у нас в республике сегодня стоит
очень глобальная проблема по сохранению предмета в школах республики истории и культуры родного края. Если уроки чувашского языка у нас защищены законом, то наш предмет истории и культуры родного края, он предоставлен на рассмотрение администрации школ. На сегодняшний день этот предмет изучается только в 60% школ республики. И самая, наверное, страшная цифра, что предмет этот отсутствует в учебном плане лицеев, гимназиях, где, я считаю, воспитывается наша будущая интеллигенция нашей республики. Там этого предмета нет. Самое интересное, что очень много школ республики, сельских школ, где этот предмет вообще отсутствует. Потому что наша администрация школ больше заинтересованы, это понятно, в результатах ЕГЭ. И этот урок, который выделяется для изучения КРК, он отдается на изучение английского языка, физики, математики, русского языка. Понимаете? То есть мы с вами должны быть заинтересованы, и все, что мы с вами делаем, мы это делаем для будущего поколения. Понимаете, все начинается со школы. И вот мы, учителя, буквально, знаете, в Госсовете были, обращались в Национальный конгресс. Руки опускаются, потому что нас никто не слышит. У нас существует хороший методический комплект, у нас есть замечательные учебники, у нас разработаны программы, диски, то есть все условия для преподавания предмета есть, но он беззащитный абсолютно. И вот мы здесь стоим, знаете, вот с болью сердца к вам обращаемся. Пожалуйста, помогите нам, учителям, защитить этот предмет в интересах будущего нашей республики. Притом мы ведь нарушаем права наших детей. В правах ЮНЕСКО, Международной конвенции есть статья. Мы нарушаем права ребенка, ущемляем интересы и... 17 статья. 17 статья, да. Почему наша администрация школ пренебрегает этой статьей и считает, что изучение других предметов наиболее важно, изучение краеведения нашей республики. Такой ситуации в ближайших регионах нигде нет, мы это уже изучали. Большое спасибо, если услышали, и очень просим вот вашей поддержки и помощи. Очень надеемся на вас. Слово просит глава Детской сельской администрации. Одну минуту. Германов Олег Анисимович. Уважаемый Виталий Ильич, уважаемый Сергей Владимирович, уважаемый делегат съезда. Во-первых, разрешите всех поздравить с Днем краеведов. Сегодня здесь собрались, повторяюсь, патриоты своего дела, люди, которые, настоящие энтузиасты, которые огромный вклад вносят в развитие нашего будущего, поддержание и развитие чувашской культуры, чувашских традиций. И вот у меня единственное, хочется поблагодарить тех людей, которые здесь находятся, особенно Виталий Петрович, вас, Сергей Лазаревич, Эдуард Константинович. Вы вот конкретно по нашему сельскому поселению, по нашему району внесли огромный вклад в развитие, именно развитие и поддержание традиций чувашского народа. Вы перевернули жизнь нашего населения. Буквально за 2015 год у нас в районе произошли такие мероприятия республиканского, районного масштаба, благодаря которым население нашего поселения просто возродилось, поднялось, почувствовало вот, сплоченность. Спасибо вам за это огромное. Вот мы провели такие выставки, вот здесь у нас вот, я вам представлю, у нас вот в администрации сельского поселения, по всему нашему сельскому поселению, и многие другие выставки, провели огромные такие мероприятия, как Агадуй, в рамках республиканского конкурса «Отдыхающие Чувашии» провели районный Новый год, где участвовало 1000 человек, в Агадуй участвовало более 5500 человек. Спасибо, спасибо. 6-й межрайонный исторический фестиваль «День наших предков», где приняли участие представители исторического более 14 городов, да, России. Спасибо вам огромное за вашу работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество со своей стороны. Обещаю сделать все именно для развития этого движения. Спасибо вам большое.
общество меняется и жизнь. А в в устав Союза чувашских краеведов вносятся изменения. С ними нас ознакомит Сергей Лазаревич Сорокин, пожалуйста, председатель. В уставе нашего общества Мне отвечать на вопросы и решения. Ну ладно, быстренько. Да, давайте по уставу. Ну, это я говорю. Ко мне записки несколько поступили. По моему докладу отрицательный отзыв насчет критических замечаний по плагиату. Здесь я лично ничего не говорил. Если упоминал кое-кого, там Панина Елена, это не моя инициатива. Я готов судиться. Но плагиат в научном мире карается по закону. Я вам сказал, до 5 лет. А я не обвинял никого, я только поставил вопрос, поскольку он возник. Я от слов доклада не отказываюсь. Повторить могу еще раз. Все, у меня других вопросов нет. По мне других вопросов нет. Теперь обсуждение устава. До этого вообще-то решение съезда у нас подготовлено. Вот распорядок растеряли там. До устава мы после прений должны были принимать решение по докладам, а потом уже по уставу. Ну, раз начали, давайте устав. Давайте по уставу. Значит, в устав внесены следующие изменения, что дополнены такие статьи, что мы занимаемся не только краеведением, а еще и сельским туризмом. Сельский туризм введен для чего? Для того, что сейчас наше государство, исходя из того, что мы теперь все путешествуем только внутри России, выделяет определенные средства. Вот, поэтому нами внесены изменения, что мы занимаемся сельским туризмом и организовываем центр краеведения и туризма. Он находится в Чебоксарском районе, в деревне Станьял, Малосундырь. Там будет находиться городище, кто-то уже видел, кто-то еще увидит. В июле месяце, в начале, мы всех созовем туда на съезд краеведов. Будет хорошая, интересная программа, не только дебаты, но и развлечения. Вот. Кто за данные изменения в уставе, прошу проголосовать. Давайте обсуждать. Так, я вам добавление говорю. Обычно, когда по-настоящему новый устав принимается, сначала до конца читается, обсуждается. Поскольку наш устав, он дважды прошел регистрацию, в начале, повторно сейчас действует. Ну, на сайте есть нашего объединения и в этой книге есть. Кто маломальски интересовался, этот устав хорошо знает. Сейчас вносится несколько строчек изменений, добавления по краеведению, по культуре, когда вот вас касается, которые выступили по родной культуре. И поэтому нет смысла его читать, обсуждать, оно просто вносятся изменения. Но если у кого какие вопросы, кто очень хочет посмотреть, пожалуйста, может посмотреть, здесь читать и какие исправления на какой строке. Все остальное остается на месте. Вот. Кто еще хочет выступать? Итак, Константин, устав знаете, другие старожилы знаете. Пожалуйста, ваше мнение по уставу. Принимать новый устав? То есть не новый устав, а изменения в уставе или не принимать? Принимать. Все, тогда на голосование ставится. Кто за, просим поднять руки. Все, опустите. Кто против? Кто воздержался? Оля, пиши. Единогласно. Все. Дальше дуйте. Теперь другие решения надо принимать. Поступило заявление, вообще-то решение президиума Конгресса. Решение 12 съезда Союза краеведов. 12 съезд краеведов, состоящие из делегаций всех районов республики и диаспоры, обсудив книги Алмантая и Ювеналева, они дальше были, сейчас их нет. Философия символов, монет и украшений, этнические имена и их значения, этнические религии и мировоззрения, история предметов
вооружения. Вот эти книги, они распространены, вы наверняка видели. Выдвинутый на соискание государственной премии отмечает, все отмечают, что эти издания являются благородным примером энтузиастического духовного труда, поднимает уровень краеведческих исследований и их публикаций на высокую ступень, уже нашли признание и стали служить полноценными пособиями в учебных и культурологических заведениях. Я думаю, кто интересуется, книги эти увидели, смотрели, купили. Съезд ходатайствует о присуждении государственной премии Алмантаеву Ивану Владимиру Николаевичу и Ювеналию Юрию Ювеналевичу за эти, или там, добавить надо, за выдвинутые на соискание премии книги. Принято голосами. Поняли, о чем речь идет? Выдвинули не мы, но мы поддержим, ходатайствуем. Книги выдвинуты на соискание государственной премии. Голосуем. Принято голосами. Кто за? Читать не будем. Кто против? Давай выискивайте, кто против. Кто воздержался? Принято единогласно. Регистрированных 105 человек, а нерегистрированных не учитываем, против 0. Оля, оформлять надо и передавать надо. Следующее решение надо принимать. Пример. Перспективный план работы до 2020 года. Виталий Петрович, в решении надо давать государственной премии имени Иванова? Нет. Какой? Государственной премии? И почему вы не следите? Включайте все было, сколько там выдвинуто? Не это. Государственной премии, там теперь имен нет. За науку, за гуманитарий, за технический, еще за что-то. А, надо следить, Алексей Осипович. Стареешь, как и я. Перспективный план. Организационная часть стабилизирует Центральный совет специалистами краеведческих отраслей. Такими, как Вахмисов. Такими, как краеведы. Вот. Установить постоянную связь с краеведами и отделениями через сайт, через создать электронную хронику наших дел. Вчера вечером в 9 часов мне Зайцев, Яков Николаевич, обещал из угла. Это твой кто? Родственник. Брат жены, двоюродный брат жены, а сегодня нет. Такого не должно быть. Не будешь? Скажи, не будем. Обещал? Хоть вверх ногами, но приходить надо. Это прокол. А мы были ведь на встрече. Обещали ведь. Это так плохо. Надо связь держать. Я на свои. Когда еще не было карманного телефона, все время на свои звонил. Тогда трудно было. Диаспора особенно. Письма сколько писал. Я сейчас удивляюсь, какой был дурачок. Зарплату все тратил на это краеведение. Хорошо, мне жена не съела. В течение ближайших 3 лет провести дни районных отделений СЧК и процентов ключевых 40 под Чебоксарским, но это тот счет еще не удовлетворительный для меня. Хотя уже повыше я не буду, может удовлетворять вас. Проведение ежемесячных краеведских чтений, регулярное выступление в СМИ. Надо в средствах массовой информации. По себе говорить хотя бы краткими отзывами о новых книгах. Второе. Развитие и сохранение культуры родного края. Карта памятных мест каждого района. Организация этнических площадок, как таких вот Зрой, Вахмисов и Сергей Сорокин. Проведение показательных народных традиционных праздников, как Кырзыры, как праздник деревни и прочее. И тут можно добавлять очень много мероприятий. Это основные направления. Третье. Мероприятие по образовательному краеведению. Возрождение школьного краеведского движения. Выйти надо без стеснения во все министерства, во все... В Госсовет сейчас надо наступать, а у них выборы. Не будешь сказать, вышвырнуть надо кое-кого оттуда. Они не знают, где народ и чем живет. Были в Госсовете. А почему министерство вдруг одного представителя не послали? Настолько они брезгливо к нам относятся. К вам. Не ко мне, пенсионерам. К вам. К обществу.
Они думают, что мы все безгласные, все, боимся, что с работы выгонят, наград не дают. Пофиг все это, все умрем, и они и мы. Имейте в виду, жизнь должна. Проведение слетов, зорниц, походов, конкурсов. Понятно. Организация детских, семейных, детских, пеших, семейных детских, пеших, велосипедных, автобусных, историко-культурных походов по примечательным местам Чувашии, Поволжье, Болгар-Сувар, Беляр, Приуралья, Цыпленков, и даже в Дагестан, и даже в Казахстан ездил. Маршруты готовы. Надо возродить усилия. Научно-поисковая работа. 4. Изучение истории культуры родного края, топонимики и прочее. И маломальски что-то это зафиксировать и сдать. Самое главное — подготовка изданий истории Чувашского краеведника. То к столетию общества. В 2020 году мы должны сдать. Если районные поделения не будете участвовать, если вам не нужно, то нам, Сергей Соловкин, подавно не нужно. Мы за вами денег платить не будем. Представили — будете в истории. Не представили — хоть трижды герои вы останетесь за пределами. Как комсомольская энциклопедия остался за пределами героев Советского Союза. Энциклопедия пропускает героев Советского Союза. А среди нас нет таких уж героев. Так что платить не было. Еще раз повторяю, я только сказал, свою славу, свою честь мы должны защищать сами и не ждать, что какой-нибудь депутат нас защитит. Лоскутов Николай Васильевич по этой программе свое мнение скажет. Ему вручено вот это, он, наверное, что-то обдумал. Порецкая, Лоскутов Николай Васильевич, видный краевед, 7-8 книг у него, он ведет там у себя в Порецком большую общественную работу, руководитель нескольких общественных организаций. Коллеги, коротко, потому что очень все устали, уходят, неприятно, нехорошо, и уже нет терпения, так сказать. Я не буду говорить, потому что хотел сказать, но время занять не буду. По поводу этого плана, план очень хороший, озвучен до 2020 года, 5 лет. Эта программа большая. Можно здесь добавлять, но я один пункт только хочу добавить. Вот такой. Наладить и поддерживать связь с землячествами по вопросам краеведения. Потому что землячество действует тоже параллельно в течение 90-х годов. Это большая сила, организующая, ударная, и вопросы финансирования там можно решать. Поэтому такой пункт добавить. Наладить и поддерживать по вопросам краеведения именно. А так, спасибо руководству Союза Чувашских краев за то, что они приехали в районы, проехали всю республику, взбудоражили, собрали краеведов, поговорили, пообщались, посоветовались. И вот сегодня организованно проходит наше мероприятие. Так держать. Успехов вам, добра и плодотворной работы. Вам сами издалека поступают письменные добавления к плану. Зачитывать? Ну давайте. Переписки организации встреч со знаменитыми земляками, проживающими в разных регионах Российской Федерации. Очень даже делали предложение организовать вот такую встречу. У нас много именно даже краеведческих деятелей и в Москве, потому что там региональные есть, региональные поделения. Оказывать помощь и содействие там энциклопедистам городов и районов. Третье. Оформление книги, альбома заслуженных деятелей чувашской культуры и почетных членов Союза чувашских краеведов. Мы об этом думали, собираем, у меня тут получилась незадача. Я Тайлеру передал все первичные материалы, биографии, папки, много штук. Он скончался, автобусом сбили, а жена не отдавала документы. Где он сдал, ни в архив, нет. Теперь все заново придется собирать. Хорошо, что Людмила Аркадьевна, Федотова, у нас сегодня получила орден, она еле-еле уговорила и кое-какие документы оттуда из квартиры вынесла. Ведь туда не зайдешь, ее силы не возьмешь. Документы нашего
Союза. Вот такая. У нас не было комнаты, не было некуда хранить, имейте в виду. Вот. Но это поправимо, мы историю краеведения издаем, там будут и почетные краеведы, и заслуженные деятели, и те, которые получили звание народный академик. Они все без исключения. Вот могут быть некоторые пропуски. Все-таки мы меняемся. Не все сейчас добросовестно хранят или подшивают бумаги. Имейте в виду. Но сейчас связь такая хорошая. В день 100 раз можно переговорить по e-mail, по электронике. Если вы пожилые не можете сами ковыряться, у вас внуков вон каких боевых полно. Через них давайте. Они лучше знают, чем мы и чем родители. Вот у нас самый молодой почетный краевед, Виктор, 9 класс. Он вас всех может обслуживать. Он музей у себя дома. Интересуется. Благодарю тебя. Я надеюсь, через год у нас будет твоих последователей несколько раз больше. Помогите учителям. Выдвигайте своих. Ну, одаренных. Вот природа одаренных краеведов. Они сразу видны же люди. Давайте. Еще кто по плану. Очень маленький конкретный пример не надо, это по ходу работают. Согласны? Согласны. Давайте голосовать. Кто за утверждение этого плана, прошу поднять руки. Кто против? Нет никого. Единогласно. Зашивайте и обработайте наши. Используйте. Все. Так, еще несколько решений там было, предложений. Обратиться к Министерству печати насчет СМИ. Где-то на отдельных местах было таких. Когда собрание ведешь, быстро растеряешься. Там еще другое было предложение какое-то. К столетию общества чувашских краеведов просить Министерство информации о выделении определенного времени на радио и телевидении и места в официальной прессе для краеведческих бесед. Да, согласны с этим? Надо потребовать официально. Согласен. Так еще какое предложение было? Необходимо поднять количество рецензированных работ своих коллег. Для этого при Центральном исполнительном комитете Союза и в районах, и при редакции газет следует обновить группы рецензентов и критиков. Не слышу я, видно, друзья, не слышу. Вот рядом сижу, не слышу. Так, было еще предложение учителей. Предложение, да? Дельные? Дельные. Голосовать. Кто за это предложение, давайте. Кто за? Кто против? Ну что, как при советской власти? Все за. Против никак не могут они быть. Как не могут быть? Нет, конечно. Команда одна. Жизнь состоит из двух, из гармонии двух противоречий. Есть день и ночь, есть солнце и луна, есть добро и зло. Злого человека здесь. Ну, ладно, все. Еще какие-то добавления? Предложения были по переносе памятника Ивана Яковлева, Дорис парк. Виталий Петрович, слышал? Нет? Голосуйте, давайте, все. И сохранение предметов в школах республики. Дельные, что ли? Надо голосовать? Голосуйте. За. Голосуйте против. Нету никого. Ну что такое? Хоть для близил, для протокола. Голосуйте против. Сами голосуйте против. Ну нет. Там фамилии не укажут. Я против. Что там оборонительные сооружения? Бесспорно, там действительно переносить надо, иначе это действующий дом. Как это урна при дороге стоит? Конечно, место надо поменять, но на питомнике. Парк нужен. Сейчас да, понимаем, ага. Вот Я против. Почему? Ты На нормальном месте, я рядом. Нет, это проходящий шаг и есть. Частные вопросы, краеведение относятся, что ли? Где вы были, когда ставили? Почему там митинг не проводили и почему не легли на это место? А что потом, когда поезд ушел уже, как они внутри, поезд чемпионатки, надо в свое время просыпаться. Но если хотите, что это поднять, если вы на себя берете это дело, давайте. Наименование Дориса, Дорис, надо имя Яковлева назвать. Парк, Дорис. На проспекте Яковлева. Так давайте письменно.
Но если за предложение это, давайте голосуйте. Кто за, чтобы вот этот памятник в карман положить, унести? Пусть на месте стоит. Этот вопрос, его надо согласовывать. Нет, частных предложений у вас можно, много будет. Почему? Поставить через нашу речку нет. Почему там? Старому Аксакалу, Тимус не помогает. Я объясню-ка, я в этой комиссии в городской по переименованию улиц. Значит, ситуация там такая. Когда-то этот вопрос поднимался. Но из-за того, что вот этот парк, когда-то он был назван не парком, просто там зеленые насаждения были, где вот Дорис парк сейчас, да? И вот по просьбе городской администрации попросили, значит, немножко до ума довести этот парк, попросили Дорис, фирму Дорис, строительная фирма есть, да? И этот Дорис вложил туда очень много денег, чтобы привести парк, там ворота сделали, там еще там что-то они сделали, да? И поэтому этот парк сохранили имени Дориса. А вот по поводу переименования или там переноса памяти, да, мне кажется, вот это же место, где памятник Яковлеву стоит, просто благоустраивать, создать парк на месте же. Вот это отдельное предложение было бы. Да, на этом же месте. Да. Посадить деревья, какие-то аллеи построить, освещение построить, скамейки, там еще там что-то. Связано с именем Ивана Яковлевича Яковлева. И переименовать Дорис. Предложение голосуй. Вот два предложения. Вот твое, Два предложения, значит, а мое переименовать Дорис. Да. Яковлева. Если от нас, от нашего съезда получим мы вот в этой комиссии, значит, письмо, я, конечно, буду там упорно доказывать, что вот так надо. Вот надо теперь голосовать. Оставить или перенос? Или перенос и еще переименовать. Переименовать очень сложно, потому что Дорис за собой право сохраняет. Давайте тогда так. Имя еще 5 трест назначим. Парк есть, место. Вот. Переименовать парк мы не можем, это Дорис сам создал, да? А вот в чужом парке Яковлев тоже не впишется. Парк Дорис Яковлев. Спасибо, Ильдар Константинович. Ильдар Константинович хорошо объяснил, когда выходят такие предложения, критические пункты, они письменно сразу на стол. Видно, принимать, не принимать. Мы сейчас можем выйти с письмом, но это не наша прямая и краеведческая работа. Ну, можем выйти. Желание ваше, но только дайте письменно. Он же не будет над этим письмом сидеть. Вы должны сидеть. Потому что он не владеет этой информацией, этим делом. Самое главное голосовать. Два предложения. Я вот хочу добавить, знаете, потому что вот время летит довольно очень быстро. Скоро приближается и юбилей Ивана Яковлевича Яковлева через пару лет. Скоро приближается и столетие Чувашской автономии. Это тоже хорошая дата, да. К этому времени, если начнут оформлять этот парк по-настоящему, Яковлев, где памятник стоит, да, запросто успеем вот к тому времени уже. Кто еще что хочет высказать? Кратко, справки. К юбилею города, я слышала, собираются в городе ставить памятник Ивану Грозному. Почему бы параллельно с этой личностью не поставить памятник нашим местным современникам Ивана Грозного, которые тоже вложили вклад в это? Я первый раз. Это вопрос интересный, но очень щепетильный с политической точки зрения. Вот. Тут, наверное, мне не горожан надо. Ну ладно, все понимают это. Если у вас больше вопросов, возражений нет, то повестка дня исчерпана. Передаю слово вначале председателю Центрального исполнительного комитета СЧК Галине Павловне Соловьевой, а потом председателю СЧК для закрытия съезда. Уважаемые краеведы, дорогие исследователи, мы действительно рады, что сегодня вы собрались в зале Национальной библиотеки, и мы с вами обсудили многие насущные проблемы, и они фактически решаемы. А много информации у нас предоставляется на сайт Союза краеведов Чувашии. Если у вас есть об истории районов информация, об истории краеведческого движения района, вы высылаете к нам в Центр Чувашская книга, на сайте Национальной библиотеки адрес есть, или же сразу же на электронную почту, где указано на сайте Союза краеведов. Вся информация будет там выкладываться, какие изменения проходят, что, где что состоялось, какая презентация краеведа или
что-то, какое-то новое событие, мы рады будем своевременно его предоставить. Удачи вам, приезжайте почаще, звоните, пишите, предоставляйте на наградную комиссию своих деятелей по мере возможности и невозможности. Мы их рассмотрим, обсудим и доведем до председателей районных советов. Поэтому проблем нету, не стесняйтесь. Это общественная организация. Сейчас нам нужны тоже отчитываться перед руководством. Иногда бывает учителями, это особенно надо. Поэтому творите, изучайте. Мы рады вас всегда видеть в Национальной библиотеке. Так, еще не расходитесь, мы сделаем общее фото. Сейчас слово Сергею Лазаревичу. Да, у меня небольшая справка, правда, в форме объявления, справка, что ли. Что я хотел бы сказать, вот, что я просил бы вас. Вот скоро у нас будет большой праздник День чувашского языка. Это апрель 25 числа, так ведь. Объявлен Чувашским национальным конгрессом, значит, такой грантовский конкурс, где там порядка 150 тысяч рублей. Ти чувашлышем торжаган школ. Ятлы конкурс грант. Как это переводится по-русски? Ти чувашлышем торжаган школ. Кто из вас может перевести? Да, ну все понятно, да? То есть школа, которая действительно старается показывать, как надо сохранить традиции, язык и так далее. Это один момент. И вот второй момент. Летом у нас будет День Чувашской Республики в Ариковском районе. Это решение главы Чувашской Республики Михайловича Игнатьева. Мы, значит, подготовили проект довольно интересный. Из Аликова есть кто? Из Аликова. Проект у нас есть. Сейчас этот проект мы начали реализовать. Для краеведов это, я считаю, очень важно. Если такие объекты на территории каждого района появятся, было бы это здорово. Я хочу сейчас вот передний свет выключить и посмотреть этот проект, где находится и каким он выглядит. Можете посмотреть? Вернитесь обратно. Обратно вернитесь. Вот, посмотрите, проект находится ниже чуть. Вон наверху зеленый. Это напротив Ариковской средней школы. Буквально через дорогу. Вот территория где-то 100 на 100 метров. Теперь листаем дальше. Вот здесь 100 на 100 метров примерно. По какому принципу строим этот музей под открытым небом? На территории Ариковского района 12 сельских поселений, и каждое сельское поселение будет иметь свою территорию в центре Арикова. А вот в центре находится как раз, говорят, вот эта вот, надпись там и так далее, краткая история Ариковского района. Дальше листаем. Вот. Это спереди. Спереди. Вот, жаль, вот мы не видим. Не очень. Дальше. Это сбоку. Дальше. Объект начали строить. Эдгар, Слава, подойди, пожалуйста, сюда. Вот его бригада строит. Орден не зря дали ему. Он еще будет радовать нас. Дальше, вот спереди, посмотрите, это въездные ворота, как бы, въездная в форме крепости. Почему это мы предлагаем? Потому что на территории Чувашской Республики два было исторических городища. Это Большотаябинское, Ярчики знают, и Тягачевское, это Бакарево. К сожалению, на этих территориях на сегодняшний день ничего не делается. Я, когда работал в музее, сколько это говорил, российские деньги, республиканские деньги, может, да, это как памятники, да. Никто внимания не уделял, ни президент Чувашской Республики, ни глава администрации этих двух районов, значит. Как будто этой территории и не существует. Хотя это вот говорим сейчас туризм. О каком туризме можем говорить, когда вот такие места мы не можем поднимать и так далее. И вот я был все время злой, значит, на всех. Остался практически один, что ли. Вот там круг у меня товарищи есть, да.
Пришел я с этим проектом с главой администрации Алипинского района Куликову Александра Николаевича. Он сказал, первый Чувашской республики будет такой в форме крепости. Это Валиково. Вот мы были очевидцами, так ли? Вот он таким будет. Уже объект ведется, уже строительство. Дальше. И вот печь. Стоп. Вот, посмотрите. 6 печей под открытым небом. Все экспозиции под открытым небом надолго, не на один день. Мы когда праздники проводим, вот очевидцы здесь, знаете, День Республики в районе проходит, на следующий день приходим, следа даже никакого не остался. В лучшем случае лозунг забыли снять. Ну там приветствуем, да, с праздником. А так, вот мы хотим за Еси, Валиковском районе. Проведем День Республики. Кстати, уже все мероприятия, вот я начинал там, на Чувашской средней школе, да, все мероприятия, которые проходят в Валиковском районе теперь, все они хотят посвятить именно событию в Валиковском районе, Дню Республики посвящаем. А этого не делается. Газеты не пишут об этом. Единственная газета после прохождения праздника проходит. А у нас сейчас газеты все время об этом и говорим. И вот поэтому вот здесь одновременно можем гостей за стол посадить пару тысяч людей. Вот 2000 приходят, одновременно можем их кормить чувашским национальным блюдом и так далее. И вот последний, вот товарищ Салателя, правда он вышел сейчас, да, говорил, наверное, все устали, а я хотел сказать, краеведы не устают. Так сказать? Сейчас мы включим сюжет, где вам дает немножко вдохновения. Пожалуйста. Краеведы не устают. Спасибо. Нет, на самом деле хочу сказать, что этот проект очень грандиозный. Автор этого проекта Егор Константинович, уважаемый, всеми вам известный, а руководитель, можно сказать, всех этих мероприятий, и Агадуев, десятки лет уже организатор. Я даже очень себя считаю гордым, что мне посчастливилось создать вот этот объект. Но работа только на начальном этапе, материалы пока завозятся, уже устанавливаются вот эти конструкции. Процесс идет. Но хочется, конечно, создать действительно очень интересный объект. Спасибо, Иткер. Спасибо. Иткер, скульптор. Следующее объявление, справка такое. Члены Совета, почему-то это пропустили, но у нас есть уже Совет Союза Чувашских краеведов. Ну, должны были обсудить, не надо пробовать. Подняться наверх, на второй этаж, будет заседание, первое заседание Организационного совета СЧК. Это всегда так делалось, но почему-то пропустили бы. И список не объявили. Но список на сайте есть. И второе, и также консультации. У кого что пропало, у кого же какие вопросы. На втором этаже. Ольга Николаевна, встань, покажись, ты там будешь принимать и указывать кабинеты. 208 и читальный зал. И второе предложение, кто получил ордена по старой морской или какой традиции, их надо облучить чистой морской водой. Это на ваше усмотрение и не возбраняется со стороны Президиума Союза Чувашских краеведов. Это на ваше усмотрение. Эта традиция заложена у нас. Кириллом Вороновым. Он всегда приходил с небольшими угощениями, или Гоголь, или Хупло. Поэтому что-то я бы не возражал поддержать. Слово для заключительного объяснения или толкования берет председатель Союза Чувашских краеведов, наша, особенно моя большая надежда, Сергей Лазаревич Сорокин. Дорогие краеведы, дай вам Бог здоровья, дай вам Бог успехов в ваших начинаниях, дай вам Бог закончить ваши задумки, какие-то желания, чтобы ваши все исполнились. Так, здоровье, чтобы вас не подводило.
и успехов. Для заключения прошу вас всех встать, звучит гимн Чувашской Республики.